Всем привет! Сегодня опять с вами Усние, и у нас очередной урок крымско-татарского языка. И тема сегодняшнего урока будет земледелие и природа. Зираатчылых ве табиат. Давайте начнем. Сколько у вас орошаемой земли? Не хадар, суварма, топрағыңыз бар. Не хадар – это сколько? Суварма – это орошаемый, и топрағыңыз – это земля. Суварма, топрағыңыз – орошаемая земля. Бар – это есть. Не хадар суварма, топрағыңыз бар. Бізде 5 гектар суварма, топрағымыз бар. У нас есть 5 гектар орошаемой земли. Сізде теплица бар ма? У вас есть теплица? Сізде у вас теплица, это теплица, бар ма есть. Давайте еще раз прочитаем. Не хадар суварма топрағыңыз бар. Бізде 5 гектар суварма топрағымыз бар. Сізде теплица бар ма? Следующее. Бу ел берекет яхшыма? Хороший ли в этом году урожай? Или же, можете сказать, доход? Бу ел берекет яхшы. Да, в этом году урожай хороший. Или же, если нет, вы можете сказать йох. Бу ел берекет яхшы дегиль. Нет, в этом году урожай плохой. Вы просто добавляете частичку дегиль. Пишите бу ел берекет яхшы и добавляйте частичку дегиль, как я вас учила в предыдущих уроках. Также в начале можете поставить йох, значит нет. Еще разок. Бу ел берекет яхшымы? И бу ел берекет яхшы. Йох. Бу ел берекет яхшы дегиль. Следующее. Сув хайдан келе. Откуда поступает вода? Сув анбары. Водохранилище. Вы можете сказать из водохранилища. Сув анбарындан. Следующее. Как же сказать дождевание? Ягмур усулынен суварув. Ягмур – это дождь, и суварув – поливать. Как бы дождевое поливание. Еще разок. Сув хайдан келе. Сув анбары. Или же, если хотите сказать из водохранилища, сув амбарындан. Ягмур усулынен суварув. Айван асравджилых. Животноводство. Хушчы. Птицевод. Хуш – это птица, и если добавить частичку ч, то получается птицевод. Хушчы. Эв хуша – домашняя птица. Эв, вы уже знаете, это дом, и хуш – это птица. Эв хуша. Хараджа – олень. И последнее – деве – верблюд. Давайте еще раз повторим. Айван асравджилых, хушчы, эв хушы, хараджа, ве, деве. Ну все, на этом я хотела бы закончить данный видеоурок. Надеюсь, он вам понравился. Я думаю, на следующей неделе сделать продолжение данного урока, так как слов очень много по этой теме, и мне хотелось бы дать как можно больше, чтобы вы выучили.
И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Сагулнас и Курюшкенджи.